В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Государственные закупки – это организованная система торгов по приобретению государственными и бюджетными учреждениями товаров, услуг и работ, построенная на принципе открытой конкуренции. О ключевых изменениях законодательства Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок и развитии механизмов по защите национального режима в текущих экономических условиях мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анна Алексеева, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Анна Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего расскажите, пожалуйста, о национальном режиме и каким образом он связан с закупками по закону номер 44 ФЗ. Да, на федеральном уровне идет масштабная работа над развитием механизмов, которые упрощают закупки товаров российского происхождения. В целом национальный режим у нас действует давно. Это юридическое понятие, которое означает, что вводятся такие принципы, когда между двумя государствами, которые заключили между собой соглашение, для юридических и физических лиц, поставляющих товары, действуют такие же ограничения, обязанности и права, как для юридических лиц и физических лиц, которые живут на территории этого государства. Вот. То есть это принцип, который вводит ограничения, запреты и допуски для участников закупок. Национальный режим также распространяется на страны Евразийского экономического союза. Как вы знаете, в ЕС у нас входят 5 государств, то есть помимо России это Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь. И данная организация, она направлена на совершенствование и свободный товарооборот между своими госвами. Механизм национального режима направлен в первую очередь на безопасность на защиту основ конституционного строя, на защиту внутреннего рынка Российской Федерации, на развитие национальной экономики и на поддержку российского товаропроизводителя. И, конечно же, в условиях санкционного давления, в условиях закрытия импортных иностранных рынков требуется определенное регулирование, требуется определенное, нормативное регулирование этой сферы. В настоящее время установлены запреты и ограничения на товары, работу и услуги, которые оказываются иностранными лицами, и определяется информация и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения в целях закупок для государственных нужд. Вот. И в условиях новых политических и в условиях новых этих наших экономических этот механизм, он становится основой для так называемого импортозамещения в закупках. Анна Степановна, известно, что в августе этого года принят закон об оптимизации и упрощении норм по импортозамещению в госзакупках. Что он предусматривает и какие изменения ожидаются от принятия этого закона? Да, в бюджетном процессе 44-й федеральный закон, он на сегодняшний день довольно успешно превращает бюджетные средства в товары, работу и услуги для государственных нужд. Но учитывая новые реалии и учитывая принципы, которые в бюджетную систему заложены, а это именно эффективность и результативность закупок, да, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ, нам нужно все-таки вот эти правоотношения, которые возникают в условиях взаимоотношений поставщик-закупщик, эти правоотношения, они должны давать толчок для развития отечественного производства. Закон должен своевременно реагировать на изменяющуюся экономическую конъюнктуру, на изменяющиеся условия функционирования на рынке. И в целом этот закон, он должен быть направлен на максимально эффективное и результативное использование бюджетных средств для государственных нужд в процессе закупок товаров, работ и услуг. При этом нужно понимать, что импортозамещение, это понятие, оно гораздо шире и выходит за рамки в целом закупок. Он лежит в плоскости экономической политики государства и направлен на достижение конкурентной, эффективной экономики.
Сегодня нужно отметить, что для многих отраслей характерна такая проблема общая для всех, да, когда производители по объективным причинам не могут обеспечить заказчиков своевременно теми товарами, работами и услугами, которые заложены в государственные программы, в национальные проекты, в целом для закупок в течение финансового года, скажем так, да. И тому есть объективные причины, потому что с учетом наложения запретов, ограничений, определенных допусков для товаров импортного происхождения, на сегодняшний день российский рынок пока еще не готов предоставить, скажем так, конкурентный и такой разнообразный рынок товаров российского происхождения. Поэтому должны быть созданы условия, которые обеспечивают такой адаптивный какой-то период для российских производителей. И на самом деле импортозамещение, оно у нас действует с 2020 года, регулируется. Постановлением правительства введены определенные квоты для закупки товаров российского происхождения. Если, к примеру, даже привести, этим постановлением введены определенные квоты. Они касаются товаров российского происхождения по наименованиям, по так называемым ОКПД. Да? Например, если в 2021 году, скажем, котлов водогрейных, да, для котельных, да, заказчик должен был приобрести из всего общего объема необходимой закупки 50%, то есть 50% мог купить импортного, но не менее 50% российского происхождения этих котлов, то к 2023 году эта квота возрастает до 70%. И это касается довольно широкого спектра товаров. Этот реестр ведет Минпромторг. И вот эта характеристика этих товаров, она отслеживается Министерством промышленности в таком реестре. Этот реестр называется реестр российской промышленной продукции. Ведется, как я уже сказала, Минпромторгом, и характеристики производимого товара должны соответствовать конкретным критериям. Вот. Кроме того, импортозамещение, оно характеризуется таким правилом в конкурентных процедурах, как на сегодняшний день действует правило «третий лишний». То есть при закупках, когда на закупки вышли несколько товаропроизводителей, например, один иностранный товаропроизводитель, да, данное правило для того, чтобы исключить иностранного производителя, необходимо, чтобы в закупке кроме него участвовало еще 2 российских производителя. В случае, если будет участвовать только один российский производитель и один иностранный, то иностранного производителя не исключат. Для того, чтобы дать преференцию для российских производителей, с 1 января 2025 года вводится правило «второй лишний». То есть для того, чтобы российский производитель выиграл в конкурентной закупке на аукционе, достаточно будет участия только одного российского производителя при участии иностранца. Да? Вот. Кроме того, существенное изменение будет касаться 15% ценовой преференции для производителей на все российские товары. Если сейчас эта преференция действует только для предприятий уголовно-исправительной системы и для предприятий инвалидов, да, то есть организации инвалидов, которые производят некие товары, им делают преференцию, уменьшают заявленную цену на 15%, то со следующего года эта преференция будет распространяться на все российские товары
в том случае, если этот российский товар значит, произведен полностью на территории Российской Федерации, начиная от тех материалов, которые были использованы при его производстве, ну и заканчивая, собственно, самим этим производством. Да. Кроме того, данная преференция будет действовать еще и к тому же при рассмотрении заявок, скажем, если несколько российских производителей участвуют в открытом аукционе, там, скажем, да, и представляют один и тот же, например, там, товар с одинаковыми характеристиками, но преференция будет касаться тех товаропроизводителей, у которых наибольшая локализация производства представлена Российской Федерацией. Вот. Расскажите о контрактной системе. Каковы перспективы и чего следует ждать в ближайшем будущем? В ближайшем будущем, ну, конечно же, все наши закупки, они должны, во-первых, быть полностью автоматизированы. Кроме того, значит, они должны быть прозрачными, они должны быть подвержены максимальному контролю со стороны как контролирующих органов, так и со стороны самих заказчиков. Поэтому правительство Российской Федерации, Министерство финансов России нацелены максимально на повышение этих прозрачности закупок, а именно малых закупок, которые на сегодняшний день, потолок этих закупок до 600 тысяч рублей. И эти закупки в большинстве случаев они осуществляются путем заключения прямых договоров на бумажных носителях. Да? Поэтому концепция совершенствования закупок, она определила для себя такой целью, что малые закупки переведутся также в электронную форму. И всем закупщикам нужно будет быть готовыми к этому. Большинство из них, конечно, все еще продолжают производить эти закупки, как я сказала, уже в бумажной форме, хотя у нас, например, в республике давно уже функционирует такой функционал, как веб-маркет закупок, которым я призываю всех активно пользоваться, чтобы перейти к этой форме. Ну, Анна Степановна, спасибо вам большое, что вы согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.